Когда Зарифу освободили, это было небольшим таким облегчением, каким-то таким стаканом свежей воды, глотком воздуха. Конечно, мы рассчитывали на то, что и старейшин освободят. Я очень переживаю за Ахмеда, потому что здоровьем у него он похвастаться не может, но запрещает нам говорить о здоровье, об условиях содержания. Категорически. Он говорит, я хочу ставить вопрос только принципиально. Мне не надо ничего сочувствия, имеется в виду сочувствие властей. Не надо, чтобы кто-то из гуманитарных соображений что-либо такое делал какое-то послабление. Но мне надо, чтобы принципиальные вопросы вот, невиновности, отсутствия какого-либо состава преступления в наших действиях, вот эти вопросы поднимались бы, и только по поводу этих вопросов я готов говорить и готов их обсуждать. В данном деле необходимо рассматривать дело, конечно же, в открытом судебном заседании. И, конечно, это надо было делать в Ингушетии. Чего боятся власти? Вызвать гнев народный. И я должна вам сказать, что когда гнев народный закипал во время событий, которые мы сейчас рассматриваем в нашем процессе, именно вот старейшины, именно часть из тех, кто сейчас на скамье подсудимых, они призывали сограждан сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться на провокации, и ни в коем случае не совершать противоправных действий. Абсурд! Какая грубая ирония, абсурд буквально, видеть их сейчас на скамье подсудимых. Это очень несправедливое дело. Люди, вот я со сколькими уже разговариваю, они гордятся тем, что у них есть такие честные, бесстрашные члены общества, которые, не боясь, что в отношении них могут быть применены определенные неправомерные действия, что, собственно, мы и наблюдаем, они все равно выходят, ведут себя законопослушно. Это как вызов тем властям, которые ведут себя вразрез с требованиями закона. И, конечно, можно говорить о том, что их судьба предопределена. Но некоторые спрашивают меня, а что, может быть, не надо ничего делать? Может быть, не надо сопротивляться? Если результат предрешен, и у властей есть твердое намерение приговорить этих людей за совершение якобы преступления, то к чему вот все ваши усилия, это множество судебных заседаний, эти ходатайства, эти заявления, эти вопросы тем свидетелям, которые приводят обвинения для того, чтобы подтвердить вину наших подзащитных. А в итоге практически все эти допросы приходят к такой точке, когда ты видишь, что человек не готов давать показания, неправедные, несправедливые, ложные. И шаг за шагом, мне посчастливилось в такой команде адвокатов работать, они все очень досконально выясняют детали, и постепенно, отвечая на вопросы, люди говорят правду и отказываются от тех приписанных им следствием слов, которые можно было бы использовать против наших подзащитных. И даже предрешенность этого дела, и даже понимание, что результат предрешен, это все не останавливает команду защиты. Вы должны видеть, с какой ответственностью, с каким упорством, с каким достоинством мои коллеги ведут допрос свидетелей и так называемых потерпевших. Вот. И вы знаете, это мне
У меня это не вызывает вопроса, зачем мы это делаем, если все предрешено. Наоборот. Я считаю, что те обстоятельства, которые будут исследоваться в судебном заседании, от которых будет точка отсчета для вынесения приговора, они еще не произошли. И хотя я убеждена, что все будет сделано, все для того, чтобы осудить наших подзащитных, я все равно уверена, что мы должны бороться.